Война была страшная. Ни люди, ни нечисть такого до этого не знали. Много было боли, много смерти. И когда дальше воевать было некуда, решил Берендей, царь лесной, с людьми мир заключить. Уговором этим миру явлено. Как люди-человеки в темный лес не вхожи, так и нечисти из леса к людям ходу нет. Тому, кто закон нарушит, один исход — смерть. Как тому и быть. Вася, закрой глаза. Ты что? Евсей, быстрее. Вася, не подглядывай. Стой. Ну, давай. Ну? Вот. Вась, ты не переживай. Я все под твой рост подогнал. И куда мне на ней ехать? В лес, может быть? Вась, ты вот даже шутить вот так вот не смей. Угу. Васенька, ну, они же тебе всегда нравились. Ладно, спасибо. Я пойду руки помою. Ты посмотри, Глаш. А? Первая-то какая была? Обрубок. А теперь какие детали, а? И уши есть, и грива вон какая расписная. Вот и я удивляюсь, чего это наша девушка грива не восхитилась? Девочка. Выросла наша Вася, выросла. 16 уже. Ты мне про это вот не говори. Я это и сам знаю. Но если знаешь, чего ей детство лошадками продлеваешь? А что ты предлагаешь? Может, мне ее сразу в лес выпустить? А ну тихо, сядь. Вася. Садись, Васенька. Пап, спасибо. Правда, очень красиво. Пап, а что, правда, что нет никого? Ни за полем, ни за лесом, вообще На 300 нигде? верст вокруг вообще никого. Так уж нам не повезло. Или наоборот, повезло. Это как посмотреть, правда? Да как нет-то? Ну вот же. Ну как... Вот. Жил-был старик со своей старухой. Где-то же они жили. Васенька, ну это же сказка. Ты книгу написал? Нет, ну... Мам, ты? Нет, Вась, но это... Тогда где тот, кто ее написал? Где он живет? Так, Вася, будешь мне глупые вопросы задавать, да? Что тогда? А тогда бери вон таз жестяной и дуй давай на грядке горох собирать. Ну какой горох, ночь на дворе. Обыкновенный горох. Вроде не так уж и страшно. Здравствуй, девица.
Здравствуй, хорошая, на лицо пригожая. Да ты не бойся, девица. Живой? Да, вроде не мертвый. Аль не похож. Простите, я не хотела вас сбивать. Я просто в темноте не увидела. Прямо настоящий. Я раньше о людях только в сказках читала. Тебя как звать-то, девица? Василиса. А я Болебошка. Мне прилично. Грудь тянет. И жжет. Боль, обида окаянная. Незваная, нежданная. Но такая незаслуженная. Что случилось? А котомочку любимую в траве потерял. Не поможешь, девица? Ты молодая, глазастая такая. Ты к земле-то наклонись, глазками да присмотрись. Конечно, сейчас. Вон. Где? Вон там. Посмотри. Ага! Не ходить по одним тропкам, дитя человече! Я тебя сосвету живу! Эй! Оживай давай! Оживай! Почему сейчас? Нехорошо. Встречайте, хозяева дорогие! Встречайте гостя званного! Никто тебя, литовец, не звал. Это... Выходит, я наряжался зря? Разбивайте мне сердечко, Глафира. На осколки, да так, что не собрать. Ты чего сюда прилетел? Мы с тобой дел иметь не хотим. Эх, день-то какой сегодня, какой день. С именинницей вас. Ровно 16 годочков назад договор был подписан. Я с тобой договор не подписывал. Но обсуждать будешь со мной. И бумага имеется. Ой. Либо я забираю вашу Василису к Берендею, царю лесному. Либо оброк. Да не как обычно, а в тройном размере. Неделю на то даю. А ты, упырь, ничего не перепутал? Мы еле-еле за прошлый год оброк собрали. Так вы теперь до нитки нас обобрать хотите? Все понимаю, батюшка. Сочувствую всей организмой, но каждый крутится как умеет. А с чего ты вообще взял, что у вас лесных основания имеются? В договоре четко сказано. А Вася наша обычная девочка. Без всяких странностей. А глазки-то бегают. Бегают глазки-то! Ну, а странности дело такое. Сегодня нет, а завтра, глядишь, оп, появились.
Ребеночек-то тот еще у вас. Жуть, страх и ужас, а не ребеночек. Все, как мы любим. А ты не каркай, чудище. Неделя у вас. И не днем больше. Я тебе не все, Глашенька, рассказывал. Тревожить не хотел. Не урожай у нас в этом году, Глаш. Я еле-еле нам самим на зиму наскреб. А коль все этим лесным поганцам отдать, не переживем мы зиму. Я царю лесному Берендею нашу кровинушку ни за что не отдам. Не о том мы с ним договаривались. Не может Берендей просто так условия менять. Да ты пойди ему докажи. Да прошу. Тихо. Может, Вася наша простая, тогда и оброк тройной платить не придется. Чуть страх и ужас, не ребенок. Надо безо всяких странностей. Вроде нормально. Стану я, Василиса, посеред ночи, из дверей дверями, из синей синями, из ворот воротами. Выйду я в чисто поле, в чистом поле океаностров. У океанострова стоит баня. На бане доска, на доске тоска. Тоска тоску тоскует, сухота сухоту сухотует. Эту сухоту, эту тоску ни сном заспать, ни хлебом с солью заесть, ни водой не запить. Вылечи меня, матушка, грусть мою выправи, да тоску прогони. Не подходи, убью! Я, конечно, знал, что люди чуть что сразу за оружие, но не думал, что настолько. Пошел вон! А ты человек, да? Человек, конечно. Кто же еще? Ну, мало ли кто в лесу здесь водится. А как ты вообще сюда попала? Тебе ж сюда нельзя. Тебя же, если поймают, сожрут до последней косточки. И правы будут. Я зверей лесных не боюсь. Так я не о зверях лесных, а о нечисти всякой. Какой еще нечисти? Какой? Двоедушники, каргаруши, полуденницы, ночницы, мавки с навками, подменыши, да кого тут только нет. Ой, напугал. Сейчас умру прямо от страха. И, кстати, если зверей тут нет, чего это мне сюда нельзя? По договору же нельзя. Что еще за договор? О перемирии? Между кем и кем? Ты что, правда, что ли, не слышала? Слушай, ты либо вытаскивай меня отсюда, либо гуляй давай. Прости. Я и сам боюсь.
Ты чего? Ты, значит, сам из этих, да? Из нечисти. Нет. Я не из тех и не из этих. Я сам по себе. А хвост тогда откуда? Хвост. Волколак я. Человек и волк. Могу человеком быть, а могу в волка превратиться, понятно? Но чаще вот так вот, наполовинку с хвостом хожу. Расслабься ты уже, наконец. А вдруг ты меня съесть хочешь? Даже если бы захотел, все равно бы не съел. Я полностью волка. Могу только в полнолуние обращаться. Да не бойся ты. Я и не боюсь. Я, по идее, должен превращаться, когда захочу. Пока у меня это не очень получается. Почему? Вражба в силу только с возрастом вступает. К 16. Мне 16 только пару месяцев назад исполнилось. Но ты не переживай. Даже когда я научусь, я все равно тебя не трону. Ну ты посмотри на меня. У меня ни когтей, ни клыков. Только хвост один, и тот пушистый. А потрогать можно? Так, ладно, спасибо за помощь, волколак, но дальше я сама пойду. Куда это ты собралась? К Берендею. К Берендею? А зачем тебе Берендей понадобился? А это уже мое личное дело. Без меня так-то ты до Берендея не доберешься. Тебя как зовут-то, миссионер? Белояр. А я Василиса. Ты там, главное, под ноги смотри. И, пожалуйста, не беги, ты можешь упасть. Ого. Молодец. Слушай, ты же, наверное, есть хочешь. А ты не голодный? А хочешь, я тебя медом угощу, а? Сейчас. Вот. Уже где-то. Беги, Вася! Вася, беги! Беги! Вася, чего с ними сделала? Ничего, они сами. Ну дела. Никогда такого не видел. Это я, дурак, не подумал. Раз Уля у ручья находится, значит, он водяного. Так в чаще лесной Ули ничейной бери не хочу. А здесь чуть тронешь чужое, без лица остаться можно. Я водяных только в сказках читала. Ну что, попробуем их вернуть в улей. Эй, ты чего? Выкинуть хочу. С ума сошла? Это же самое вкусное.
Сейчас доедим и можем дальше идти. У меня уже почти все высохло. Куда это ты на ночь глядя собралась? Да я не особо устала. Ночью в лесу, Василиса, надо спать. У нас тут много что случается. Завтра большой переход, и нам надо хорошо отдохнуть. Для этого нужно выбрать местечко поспокойнее. Не царский, конечно, терем, но тоже ничего. Давай готовить лежанки. Давай. Вася? По зеленым лугам вьются змейки, повиваются, как желтые пески, пересыпаются, как быстрые реки переливаются. Так и вы ко мне, змейки, спешите. За род, за племя, за темное время. Словами вызываю, из норы выдуваю. Вась! Вась! Вася! Просыпайся! Просыпайся! Это что? Я думал, ты мне объяснишь. Сначала пчела, теперь вот. Пожалуйста. Я-то тут при чем? Я не знаю. Это ты их своей вражбой призвала. Как прекратила, они все расползлись. Какой еще ворожбой? Вот и мне интересно, какой? Люди так обычно не умеют, Вася. Вась, а ты сама откуда будешь? Ну, там, с опушки. Мы с родителями живем. Ты, наверное, замерзла? Пойдем согреешься у костра. Пойдем. А кто вообще твои родители? Люди обычные, простые, как у всех. А зачем тебе вообще к Берендею понадобилось? Ну, в общем, я тут поняла, что родители мне не всю правду о жизни говорили. Типично. Между ними и Берендеем есть какой-то договор. Они ему вроде как каждый год платят. А сейчас он почему-то вообще в 3 раза больше оброк захотел. Во-первых, я хочу узнать, что это за договор. А потом, в общем, я хочу, чтобы он отстал от них, понимаешь? Понимаю. Только другого не понимаю. Ты говоришь, Берендей в 3 раза больше плату затребовал, так? Ну, да. А как он вообще может что-то требовать, если он сейчас в спячке? Так им летовец сказал. Летовец. Ты его знаешь? Ты с ним знаком? Вот что, Вася. Предлагаю сделать крюк. Но... И по пути к Берендееву терему заглянуть в логово к летовцу. Поболтать с ним и узнать, что да как, прежде чем к Берендею соваться. А сейчас спать. Вася, и постарайся как-нибудь до утра без змей, насекомых и прочих очаровательных тварей, ладно? Постараюсь. Куда? За подмогой. Туда? Ну, а больше некуда. Мы же
с тех пор, как Вася у нас появилась, решили. Нам в деревне не место, не поймут. Убедить попробую. Я с тобой. Нет. Я с тобой. Что мы, собственно... Вот. Значит, где-то рядом. Кто? Это летовца след. Всегда так. Пока приземлится, все вокруг выжжет. Значит, там его логово. Так и отлично. Или не очень? След идет через болото. Это плохо, потому что... Потому что от болот хорошего не ждут, Вася. А если их обойти как-то? Это у нас неделю отнимет. Неужто лес такой... Большой? Еще больше, чем ты думаешь. Ладно. Пойдем через болото. Значит так, Вася. Смотри под ноги и иди за мной след-след, поняла? И главное, ни с кем не заговаривай. С кем тут разговаривать-то? Все равно нет никого. Лояр, подожди. Давай посидим, отдохнем немного. Потом отдохнем. Болото не для отдыха. Красная девица, поди-ка сюда. Ты, тебе говорю, наверх посмотри. Вы кто? Череп Черепович я, а тебя я раньше тут не встречал. Не устала ли ты, девица? Вообще-то да, устала. Не хочешь ли ты отдохнуть с дорожки? Хочу, конечно, но нет. Нет, мне пора идти. Подожди, девица, так ли уж пора тебе? Я тебе путь освещу не хуже лучины. Нет, время еще есть. Хорошо. Вот и пришли. Ты меня тут оставь, а сама внутрь иди. В избе нет никого. Там и отдохнешь, милая моя. Спасибо, Череп Черепович.
Вася, Вася, вставай. Смотри, тут и постель есть, и наверняка тоже. Какая постель, какая еда? Ты знаешь, чья это изба? Побежали. Побежали, скорей. Побежали. Замри. Да у меня гости. Услышаны мои молитвы. Не позабыл про меня лес, батюшка. Только вот, что за дух такой стоит? То ли змеей, то ли волком несет, не разберу. Добро пожаловать, гости нежданные. Спасибо, что зашли ко мне на огонек. Сейчас. Пустите нас, пожалуйста. Мы сразу идем. Мы думали, это пустая избушка, так Черепович сказал. Черепович. Ай, молодец. Ай, удружил. Руки от него убери! Чё ж ты худенькая такая, а? Аль не ешь вдосталь? Нормально я ем. Нормально ты ешь. А я вот не едала давно. Совсем отощала. Смотри, одни кости. Но ничего. С вами, гости дорогие, такой пир устроим. Легенды слагать будут. Песни сочинять. Фу! Волчонок. А я-то думаю, откуда шерстью пахнет. Но ничего, шерстью твоей зимними ночами ножки больные греть буду. Последствий не боишься? Сядь! Молодец, волчонок. Ты думаешь, ты тут по моей избе королевичем ходить будешь? Да что мне этот лес, ежели в нем нет еды? А тебя-то жевать, последние зубы ломать. Я вот вас сейчас сначала кашей накормлю. Вы ешьте, ешьте, а я тут посижу, да вас послушаю. Ну что, волколак, рассказывай, чем по жизни-то промышляешь? Да чем придется, занимаюсь. Ручения разные выполняю. Сейчас вон. За тобой присматривать поставили. А ты смотри, смотри, пока есть чем смотреть. Я вот тоже до битвы не чаяла глаз-то потерять. Отпусти нас, лихо. Мы по пути твою ловушку видели. Зачем добровольно себя в отступник записывать? Волчонок, полукровка, выкормыш человеческий мне в моем лесу по-старому жить разрешил. Вы только посмотрите. Отольются волку овечьи слезки, услышит, может, наконец, царь лесной, что негоже его подданным годами по лесам голодными прозябать. Долго я тебя ждал, девица. Аж до самого перемирия. Люди, человеки по лесам не ходят больше. Времена темные настали. Голодные. Да что я тебе сделала? А где же ты видно? На вербе груша. Или где слыхать, чтоб человек добрым был? Неправда. Я много добрых людей знаю. Это кого же? Родители мои. Каково семя, таково племя. Не бывает племени твоего, девица, добрых людей. Не бывает. Косточки на бульончик пущу. Пусти меня. Из жилки высушу зимними вечерами.
Грызть буду из волосиков. Из волосиков. Одеяльце сделаю. А зубки-то вон какие белые. Ожерелье себе сделаю, на шею повешу. Как душа-то сияет, как светит. Аж мне одноглазому видно. Такую душу не грех и впрок засолить. Василиса! Василиса, что она с тобой сделала? Василиса! Откуда у тебя клыки? Оно само. Бежим отсюда скорее. Подожди. Прости меня. Василиса, лихое спор, не умрет, скоро еще нас с тобой переживет. Бежим. Дети, кто не будет слушать старших, того Хавала заберет. Крол! А кто такой Хабала? Иди сюда. А кто будет слушаться, получит вкусные баранки. Здравствуйте. Здрасте. Эй, Никол, не зевай, а то воробей залетит. Катерин, если он колодец сломает, будем знать, кого винить. Колодцев ради меня еще никто не ломал. Вы вот с девчонки придумали тоже сломает. А ну-ка гляньте, что покажу. Ешь, угодник, а? Лучше бы ты женился, Николка. А то так всю нашу живую воду на утехи переведешь. А ты, бать, меня не торопи. Жениться не лапать, надеюсь. Хотя... Может, и пришло мое время-то? Евсей, ты? Глафира? Спасибо, люди добрые, что подошли послушать. Мы к вам, соседи, с просьбой пришли. Да какие же вы нам соседи? Вы же от нас сами по своей воле на лесную опушку ушли. Твоя правда, добрый человек. Вот как битва-то кончилась, мы с Евсеем так и решили на опушке пожить в уединении. Там спокойно, тихо, птички поют. Бирюки есть. А что сразу бирюки-то? Это кто из людей на опушку леса уходит жить, а своих деревенских чурается? Да где такое видано? Так мы ж поближе к природе. Так что ж изменилось? Дочка у нас есть. Василису ее зовут. Васенька, умница, красавица. И по хозяйству-то хлопочет, и пироги печет, и корову-то пасет. Похитили ее. Как похитили? Это что за Ирод? На ребенка руку поднял. Вот верно говоришь, соседка. Чудище оно, и все. Царь лесной. Берендей. Нет. Не может быть, чтобы Берендей. После перемирия нечисти-то. Что тут делать? Закон един для всех. Ни мы их, ни они нас. Так закон-то нарушили. Дочку нашу забрали, прям как кусок от сердца вырвали. Так у нас в нашей деревне вроде все целые, дети и скот, все на месте, да и мы сами. Это пока.
А мы ближе к лесной чаще живем. Вот они с нас-то и начали. А вы следующие, да-да, следующие. Как это следующие? Это что мы, значит, будем просто сидеть, сложа руки и ждать, когда они за нашими детьми придут? Охолони-ка, сынок. Вот что. Побережемся пока. Детей одних гулять не отпускайте. А скотину всю в сарай заприте. Нет уж. Я молчать не буду. Что у нас тут? Тюрьма или свободная деревня? Я помню еще, когда совсем малой был, как страшно было до перемирия. За ворота шага ступить нельзя было. Боялись, что отцов своих больше живыми не увидим. Что мы? Опять этого хотим? Нет! Пыл-то поостудите! Как бы заваруха не началась. Так они первые начали. Девчонку украли средь бела дня. Неужто мы слабину дадим? Не дадим! Берендей закон нарушил. Берендей и платить должен! Поможем мы тебе твою дочку спасти. Коль за твоей пришли, то и за нашими тоже придут, значит. Но это единственная причина, Евсей. Сам знаешь, Бирюков мы особо не жалуем. И на этом спасибо. Берите вилы, грабли, мотыги, да все, что под руку попадется. И айда в лес! Берендея! Громить! Детей в избу! Катерина, детей забирай! Дети в дом. Ох, Евсеюшка, хорошо вроде все это. А может и не очень. Мы же не всю правду-то им сказали. Не все. Важно, что нас больше. Уж всей этой деревней мы Васю у него отобьем. Что? Рот открой. Не буду. Открой рот. Нет. Василиса, открой рот. Я вот думаю, а чего у тебя клыки-то появляются, то исчезают, а? Оно само. Ну, раз само, тогда понятно. А часто с тобой такое? Не знаю. Как это? Не знаю. Вот так, оно недавно началось, поэтому я не знаю, часто или не часто, понятно? Что мне понятно? Так это то, что ты не человек, Вася. Кто же тогда? Тебе виднее. Но люди так не умеют. Ты чего? Чего ты ко мне пристала, а? Я у человеку руку откусила, руку, понимаешь? Не человеку. Да какая разница? Или у вас тут это нормально? Вообще оно заслужило. Знаешь, сколько душ невинных лихо погубило? Сколько? Много, Вася, много. Очень уж подлая нечисть. Это не важно. Ну правда, не стоит оно твоих слез. Меня больше другой вопрос волнует. Что ты, Вася, такое? Как будто меня не волнует. А я вот что придумал. Что? А попробуй поворожить. Я не умею. Ерунда, умеешь. Просто не знаешь как. У тебя это как-то само получается, а ты попробуй сознательно. Я слов не знаю. Зато я знаю. Давай малину искать. Давай, 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 давай. Повторяй за мной.
Вдох. Выдох. Встану я на восток Стану я на восток и слышу колокольчика звон. и слышу колокольчика звон. То малина ягода звенит, То малина ягода звенит, к себе зовет. к себе зовет. Дорогу к ней чист месяц сперва проложи, Дорогу к ней чист месяц сперва проложи, а после красно солнце освети. а после красное солнце освети. Не звенит? Нет. Ну ладно. Наверное, как обычно врет. Кто врет? Да, папаша мой драгоценный. Он этой ворожбой в лесу малину ищет. Всегда самые лучшие места находит. А у меня никогда не получается. Он говорит, это я плохо стараюсь. А я-то знал, что эта ворожба только у него и работает. Да ладно тебе. Да ну. Я уже давно не удивляюсь. Часто вы с ним? Что? Ну, ругаетесь так. Ругаетесь. Чтобы ругаться, надо сначала разговаривать. А это у нас от моих успехов, вернее, неуспехов зависит. Вот что, Вася. Вряд ли мы до логова литовца до заката дойдем. А после заката идти опасно. Ну, далеко еще? Чем дальше от болот, тем лучше. Василиса, просыпайся. Просыпайся. Что случилось? Пойдем. Куда? Пойдем, кое-что покажу. Не спугни. Знаешь, что это? Молодячий огонь. Какой? Души тех, кто в лесу скинул и дальше свой путь не нашел. Мне кажется, что я плохой человек. От чего? До того, как мы с тобой познакомились, мне в лесу старичок встретился. Еще имя у него такое смешное. Маленький такой. На гриб сушеный похож, да? Угу. Так это Болебошка. Болебошка. В общем, он заговорил со мной, а потом как прыгнул, как оседлал. Я испугалась, закричала, а он раз и все, в камень. А вот это уже интересно. Василиса, Болебошка уже ничего никому не скажет, а я клянусь, сохранит твой секрет. Ничего страшного.
Деревенских баб столько хочешь можешь портить, а ее трогать не смей, понял? Ты? Кто же еще? Должен же я знать, кто у меня тут, считай, на пороге на ночлег устроился. Пусти, волчонок, поговорим как взрослые. Давай поговорим. Может, объяснишь, чего это ты вдруг так осмелел? Почему же вдруг? Я всегда сердцем ретив был. Только не всегда с мирных жителей тройной оброк требовал. И не говори, что Берендей разрешил, все равно не поверю. Врать тебе? Зачем же? Я в своем праве. Берендей тебе такого права не давал. А я не спрашивал. Нечисть от перемирия Берендеева устал. Ладно, лихо, а ты чем недоволен? Надоело мне без людей жить. Вполголодь. Без куражу, да без веселья. Тебе, может, надоело? О, да не только мне. Нас таких недовольных, знаешь, и без лиха беспутного достаточно. И коли Берендей того разуметь не желает, коли хочет лишь на печи сидеть да лапу сосать, найдутся те, кто поступит как должен. Это измена. То лишь разум и глаз. Услышь его, волчонок, и выбирай, на какой стороне будешь. Коли правильную сторону выберешь, мы тебя, может, и не обидим. Стой! Подожди. Ты чего этого предателя защищаешь, а? Никого я не защищаю. Тогда отойди, Вася. Ты вообще помнишь, зачем мы сюда пришли? О чем договор между моими родителями и Берендеем? Поцелуешь, скажу. Сильна, сильна чертовка. Вот что я тебе, девица, скажу. Коли не врешь, коли правду болебошку в камень обратила. Чего? Потом. Ой, тебе не сказала. А мне все как на духу выложил. Я думала, что он это ты. И сердце девичье не дрогнуло, подмены не почуяло. Сильна любовь, значит. Ну, да дело молодое. Так вот, коли не врешь, коли правду болебошку в камень обратила, значит, сила в тебе особая. Я такой силы давненько в лесу не видывал. Так что и ты, Василиса, выбирай, на чьей стороне хочешь быть. Я на своей стороне. Нет такой стороны, выбирать все-таки придется. Но я... Коли ключ к своей силе отыщешь, напугал, прости. Ты, пожалуй, самого Берендея в камень можешь деть. И вот тогда мы с тобой во всем лесу новый порядок устроим. Всем по сердцу, всем по желанию. А я тебе, как лучший друг, в том завсегда помогу. Яблочко от яблоньки недалеко в нее. Пойдем, Вася. Может, он еще что-то о моих родителях Он знает? подлец, мерзавец. Нельзя верить ни единому слову. А правду о твоих родителях мы потом от других узнаем. В интересное времечко живем. Камень. Стань камнем. Ты обращаешься в камень. Дерево становится камнем. Да как еще сказать-то? Змеиную дорожку всегда найдет. Змея змеиную дорожку. Ура. Ну ничего. Змея змеиную дорожку всегда найдет. Вставай, вставай, просыпайся. Что? Это Берендей. Что, Берендей? Ну, он же оборотень, да, как и ты, только медведь. Да, как я, но не совсем. Он носит медвежью шкуру, когда он человек. Носит, да, при чем здесь шкура? Я вспомнила что-то из детства. Это Берендей. Он, наверное, пробрался к нам в дом и сделал меня змеей. Он дал мне чары, понимаешь? Зачем? Да откуда я знаю, зачем? Я могла бы быть нормальным человеком, как мои родители, если бы не эта ваша дурацкая нечисть. Ты полегче? Полегче? Нет уж. Это все Берендей. Это он во всем виноват. Ну, Берендей так Берендей. Вася, подожди!
леса! Да чего я вообще к нему разговаривать буду? Так дела и решаются, разве нет? Нет, так идут к тем, кого боятся, а я не боюсь. Если он от моих родителей не отстанет, я его просто убью. Как интересно? Как? В камень превращу и все. Василиса, тебе не кажется, что это уже слишком? Ты что, на его стороне? Я не то чтобы на его стороне. Да даже нечисть лесная от него не в восторге. Что в нем хорошего? Хорошего в нем правда мало, я подпишусь под каждым словом, но убивать Берендея! Царь-то он неплохой! Значит так, Белояр, или ты со мной, или можешь бежать к своему Берендею. Он не мой! Так чего ты тогда? Да случайно! Уверена? Здравствуй, девица-красавица. Ой-ой-ой. За что это мы слезки роняем? За то. От одного слова до навек ссора. Ну ничего. Милые бронятся, только тешатся. Ты какой он мне милый. Да он... А я... Да может... А почему так? И вообще... Что он натворил делов, волчонок? А что себя держишь тогда? Ничего я не держу. Ярость яд, Василиса. Пусти наружу, не то себя отравишь. Да не хочу я. Я вообще больше ничего не хочу. Может, ты Берендея убить не хочешь? Да что это исправит? Василисушка, душа моя, все исправит. Это из-за Берендея все беды твои. И родителям твоим, людям добрым, светлым, сплошное горе. А из-за Белояра, сына этого собачьего, ты слезы льешь. Он предатель. Не молчи, Василиса. Ропщи, Василиса. Кричи, Василиса. Громче. Громче. Громче! Встану я в чисто поле. В этом поле стоит дом. В доме стоит печь. На печи спит змеиная царица. Ты, змеиная царица, просыпайся. По моему слову за дело принимайся. Дай мне силу невиданную. Дай мне силу неслыханную. Пусть тому, кто без меня, пусто будет. Пусть тому, кто предал, пусто будет. Пусть вокруг меня все пусто будет. Покарай их, Василиса! Покажи им силу змеиную! Берендей, выходи! Выходи, Берендей! Покажи себя! Я тебя не боюсь! Берендей! А я-то что еще такое? Ты Берендей! Да я-то знам дело кто, а вот... А ты кто такая? Отстань от моей семьи! Какой семьи? Да я до сей минуты на печи лежал. Лапу сосал. Мы, знаешь, медведи-то, что поспать-то любим. Хотя, может, оно и... Может, оно и... Неправильно, что, выходя из одной спячки, сразу в другую заходим. Что делать, ежели кругом-то все тихо-то спокойно? А тут, видишь ли, ты заявляешься вся такая из себя. С такими интересными высказываниями. Ты знаешь, о чем я. Не знаю и знать не хочу. Родителей твоей, семью твою не трогал. Ты думаешь, что Берендею, царю лесному, больше делать нечего?
И впрямь Василиса. Так вот оно что. Что? Имя красивое, вот что. Тебе-то какое дело? А мне приятно. Это же я тебе его. Да. Оно имя-то, оно вроде как и человечье. А на самом деле Василиса. Вроде как и малой змейки шипение. Чуешь? Чего? Значит, не стали родители менять тебе имя, да? Ну и хорошо. Хорошо, ты глянь, как выросла-то. Я ведь последний раз на тебя видел, ты вот такусенькая была. Вот такусенькая. Легко, не потея, убьем Берендея! Легко, не потея, убьем Берендея! Упыри, вурдалаки, хуже бешеной собаки! Легко, не потея, убьем Берендея! Выходи, Берендей! Они как за тобой пришли. Ну что, страх потеряли? Перемирие нарушили? Ну, кроме того, что грязными ногами в лес сунулись, вы еще и сына моего на колени поставили. Ух, как нам повезло! Мальчишку в лесу поймали с хвостом, а он вон кем оказался. А давай произведем обмен, Берендей. Мы тебе волчонка, а ты нам девчонку. Девчонку? А тебе-то по что эта девчонка? Да вот, соседу решили помочь. Узнали, что нечисть лесная совсем страх потеряла. И прямо из дома девчонку увела. Собрались все деревни, решили тебя бить. Не мы перемирие нарушили, Берендей. Никто меня не уводил. Как есть, говорит. Сама своими ножками ко мне пришла. Вась, ну как тебе в голову-то такое? Доченька, да зачем же? Вас от Берендея спасать. Да ты до чего? Гад лиценой! Добрых людей довел, а? Чтобы ребенок сам в лес бежал родителей своих спасать, а? Добрые люди, говоришь? А вот яньте самые добрые люди. Они тебе не рассказали, почему мой гонец-летовец каждый год к ним прилетает? Почему еще с самого перемирия они перестали жить с людьми, обособились? И что это лет 10 уж как никто из них носа своего не кажет в ваших деревнях? Почему Вася? Вася, Василиса. Дитя, но уже немалое. Почему его вы сейчас только в первый раз своими глазами видите, а? Вопросы, конечно, хорошие. А у меня на каждый вопрос ответ имеется. Я вот вам сейчас сказочку всем расскажу. А вы послушайте и решайте, кто в ней добрый человек, а кто лихой. В последней битве все полегли. И брат мой названный Змей Василиск. Хотел я дочь его к себе забрать, но люди эти слезно меня молили, жалился я. И тогда мы с ними отдельный договор заключили. Дитя Змеева Василиса пускай с людьми живет. Родители ее приемные ежегодно царю лесному оброк платить долженствуют. Но ежели к 16 годочкам Василисе сила проснется, обязуется вернуться в лес, к нечисти. Таков был уговор.
Это правда? Правда, Вася. Мы лучшего для тебя хотели. Вася, Васенька, если бы ты знала, как я деньса болела о ребеночке. Но не давали нам детей, вот не давали и все. И вдруг ты как подарок. Чудо чудное, просто в руки нам свалилось. Не ожидал я от тебя такого обмана. Дочку твою, ясно, никто не забирал. Договор нечисть лесная не нарушала. Берендей, хозяин леса, не серчай. Прощения у тебя прошу за то, что мир нарушили по незнанию. Вмиг твой лес покинем. Ну а вред, который причинили, по возможности и возместим. Добро, коли так. А ну-ка, погоди, отец. А я не пойму. А чего мы с ними церемонимся? Раз уж мы сюда такой путь проделали, грех обратно с пустыми руками возвращаться. Уж больно хорошо живет нечисть поганая. Больно уж богаты леса здешние, и рощи, и дубравы, и полянки земляничные, и вода живая. Между прочим, в каждом ручейке да в каждой луже. А мы в своей деревне год напролет торчим. За околицу шага не ступишь. Лесом со всех сторон окружены. Как в такой тесноте жен брать, да детей рожать? А этим все приволье за просто так достается. Ну а как иначе-то? Деревня наша, лес их. Таков закон. Так мы его сейчас исправим. Стоять! Всем стоять! Слушай меня каждый! Такое уже было. Ежели сей час мы с вами это не остановим, обратно будет не вернуть. Проснется Бог. Хавала. Какой еще Хавала? А ну бей Косолапова! Бал еще, чтобы о Хавале знать.
ты какой же такой хавала! Знали бы о хавале раньше. Не выросли дурнями быть такими. Бог древний хавала. С сотворением мира по земле он ходит. Куда старше он и людей, и нечисти. Спит хавала, покуда миром мир живет. А ежели на смену миру война приходит, просыпается хавала и миру покой возвращает. Тошноватый ты какой. Он заради ентова своего покой нас с вами всех изничтожит. И старый млад, и правого, и виноватого. Прошлую войну по краю шли. Но удумались вовремя. А перемирие-то наше шаткое, тонкое, как лед весной. А потому хавала в полглаза дремлет с последней битвы. В тот раз мы Берендей не допустили. Не допустим и в этот. Ну, Вася Василиса, из-за тебя весь сыр-бор начался. Тебе его и заканчивать. Сколько тебе годков-то? 16 исполнилось. Значит, истек ваш договор. Видел я, как ты тут руками махала. Значит, сила в тебе есть. Так что, если хочешь, можешь идти в лес, со своими жить. Ох, как любо мне было бы, если б у нас осталось. Я бы принял тебя с добром, как родную, как доченьку. Но если хочешь со своими родителями воссоединиться, то я серчать не буду. Как говорится, не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто выкормил, да добро обучил. Правда, к родителям вернешься, силы свои листой потеряешь. И в лес уже не вернешься. Выбирай. Погоди. Не нужно нам такого. Как же это не нужно? Не нужно, мать. Разве можно, чтобы наша Вася ради нас и нашего счастья от себя отказалась? Ведь всегда мы знали, что не наша она. Любимая, родная, но не наша. Тебя ведь всегда в лес тянуло. Правда, Евсей. Родительская любовь, она такая. Крепче любых веревок, канатов. Не нужна нам эта жертва. Иди в лес. Живи со своими. А мы тебя с опушки будем любить. Что скажешь, Василиса? Что? Что я скажу? Что я скажу? Вы все меня предали. Вот что я скажу. Сначала ты меня чужим людям отдал. Потом вы мне 16 лет брали. Вся нечисть лесная меня убить хотела. А я вам как своя всю дорогу была. А ты? Я тебе верила. Верила. Людям я чужая. В лесу я чужая. Знаете что? Я ничего не хочу. Я вообще больше ничего не хочу.
Дадим ей время, чтоб поняла, в какую сторону ее сердечко смотрит. И потом люди мы лесные. Нам не к спеху. Подождем. Ну, это как посмотреть. Я-то на девочку понадеялся, но слаба она дела великие вершить. Все сам, все сам. Надоело мне. А врать тебе не надоело? Он с Васиных родителей, пока ты спал, в 3 раза больше оброк содрать хотел. Верно ли говорит мой сын? Пока ты спал, Берендей, так и всю жизнь проспать можно. Ты с царем леса говоришь. Как ты с царем леса говоришь? Нужен ли вам, нечисть лесная, такой царь, что чуть что сразу с людьми бежит брататься? Аль может от того это, что сынок его сам человек наполовину? Да коли мы, лесохозяева исконные, из-за полукровок этих будем впроголодь жить. Твой род всегда был говорлив. Литовец. Сейчас он говорлив чересчур. Я ведь могу его заткнуть. Если хочешь зверем командовать, Берендей, накорми его. Да коли мы, братья и сестры мои лесные, будем жить так, а? Уже не хотите вы наш мир заново построить? Да чтоб на нем сыто жилось, да любо, а? Пусть колесо полный круг сделает, пусть все заново начнется. И я, лес наш дремучий, в землю обетованную для вас превращу. А ты беги, уж больно удалой у мамки получился. Да не в нее пошел, в меня. Люди и нечисть, станем разом! Только разом победим! Только вместе устоим! Сынок, защищай! Вася! Дениса! Защищайте людей! Что случилось? Это из-за меня Хавала проснулся. Не проснулся! Просыпается! Для того, чтобы с людьми доброго мира не построили! Ну что же теперь? Еще не поздно, Хавалу можно остановить! Пока он огонь не принес в наш мир! Но как? Ты кровиночка своего отца! Сильнее ворожбы в лесу я не видал! Он передал все тебе! В тебе вся сила, Василиса! Да что с того? Она то есть, то нет, я не знаю, как ей управлять. Слушай свое сердце! Каждый его стук, оно не обманет!
я, Василиса, перед света концом, к лесу темному лицом. Лес, батюшка, куда ни погляжу, меж высокими горами, меж крутыми холмами, меж черными грязями, солнцем нагретый, живой водой налитый. Все ты простерся, сердце мое ретивое, все твое, кровь моя горячая, вся твоя. Глаза мои острые, те твои, я кость твоя становая, жила подколенная, дитя твое верное, плоть твоей плоти. Твоя боль, моя боль, твоя погибель, моей будет. Не чуй меня, лес, батюшка, усмотри меня, ты глазами моими змеиными сам через меня глянь. Вася. Вася. Воды. Выпей воды. Выпей. Вася. 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 Уговором этим миру явлено, как люди-человеки в темный лес вхожи, так и нечисти из леса в деревне всегда прием радушный. В деревне уважать уклад людской положено, а в лесу нечисти закон блюсти. На баб деревенских морок не наводить, но и озера лесные в чистоте держать. Детей деревенских не похищать, но и в полдень по полю не ходить, духов лесных не дразнить. Люди деревенские нечисти подкорм скотом рогатым обещают, но и нечисть лесная обещает места ягодные и грибные людям показывать. Коль жить, так вместе. Коль делить, так поровну. Коль мир, так навсегда. От людей я этот договор подпишу. Ну а от вас кто? Мы. Мы оба серединка на половинку. Так что вдвоем-то часть за целую нечисть сойдем. Договору нашему ключ и замок. Замок в рот, ключ вон из ворот. За это и чарку не грех выпить, а? Давайте, давайте! Кому живой воды, кому чего покрепче, за такое дело грех и чарку не выпить. Ну, за людей, за нечисть, за новый мир! Помнишь, ты думала, когда в камень обращаешь, это навсегда? Угу. Получается, он в любой момент может проснуться? Не в любой. Только если мы это допустим. Dağlarının küngelinden yuğalı yuğalığını Saklayımine yoklayımine erkeğinin dağları
Taşlama erkek taşlama Mine izge dığanam Taşlasan izgi dığanam Mini bəxətlə bulalmam Taşlama erkek taşlama Mine izge dığanam Taşlasan izgi dığanam Mini bəxətlə bulalmam Balsamlı daş ifalı da Ənəkəylin dığaları Dığalarının şadlıqını Yitirə turğanları Taşlama ənəkəy taşlama Yine izge dığandan Taşlasan izgi dığandan Mini bəxətlə bulalmam Babatlıyım minde ənkəydən Yürengen dığalarını Şikərərəmən tükümü şəşimi Min sezege devalarını Taşlama ənkəy taşlama Yine izge dığandan Taşlasan izgi dığandan Bir bəxətlə bulalmam Taşlama ənkəy taşlama Yine izge dığandan Taşlasan izgi dığandan Mini bəxətlə bulalmam Taşlasan izgi dığandan Mini bəxətlə bulalmam All these eyes on the floor I'm here dancing alone Breaching the line, I'm sore You came back, I'm torn Wounds heal, but they show Guess I'm still holding on Body aches, yeah, I'm low Feeling spinning like a song Let go, let's take this trance, go Move slow, loosen this trance, go Let go, let's take this trance, go Move slow, loosen this trance, go Sick of this faded game Dance off this heavy heart Fever dreams start to wane While I'm tearing apart Blurry beats fill the air I'm drifting, forget your face On this lonely night I swear I'm lost but it's my place Let go, let's take this trance, go Move slow, loosen this trance, go Let go, let's take this trance, go Fly high, my soul on fire New thoughts filling my space Time to break this heavy wire Let's dance, no need to chase Let